В эфире «Итоги дня», в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Вначале коротко об основных темах выпуска. Сегодня снова возобновили работу паромной переправы по маршруту Жатай-Тихтюр о ситуации на переправах. В столице республики 10 автобусных маршрутов будут ездить по новым схемам движения. Подробнее о новых путях. Стартовал первый республиканский слет для молодых педагогов специальных школ о недельной программе. Алданские школьники погружаются в различные профессии и специальности об экскурсиях на предприятиях. В Нерюнгри в честь Дня города проводят увлекательный квест о заданиях квеста. Якутский научный центр разработал программу по развитию арктической зоны России. Программу по фундаментальным и прикладным исследованиям, направленным на развитие регионов арктической зоны, сегодня представил главе Якутии Айсену Николаеву генеральный директор Якутского научного центра Сибирского отделения РАН Михаил Лебедев. Проект объединяет 8 федеральных научных институтов. Основная цель документа – разработка комплекса мероприятий и технологических решений для оптимизации развития арктической зоны как стратегически важного региона. На сегодняшний день, если сравнивать наши проекты и тематики исследований в арктической зоне, они схожи. В каждом федеральном исследовательском центре есть и исследования и по технологиям, и по материалам, но они касаются своего региона. А задачи остаются одни и те же. Поэтому нам надо объединять эти наши исследования. Эти исследования должны быть высокоэффективными и результативными в экономическом смысле. Сегодня возобновили работу паромной переправы по маршруту Жатай-Тихтюр. На утро четверга со стороны Жатая паром ожидали до 150 грузовых автомобилей, примерно столько же со стороны Тихтюра. В течение дня запланированы 2 круговых рейса по мере заполнения паромов. Вместимость баржи буксирного состава составляет 95-100 легковых, либо 25 грузовых машин. До 3000 рублей снизился проезд на судах на воздушной подушке из Якутска в Нижний Бестях. Перевозки с 1 ноября будут выполняться без пересадки. Обстановка на реке стала гораздо лучше. Путь будет длиннее на 2-3 километра. Будем объезжать по островам, сообщили. Поездка от Якутска до Нижнего Бестяха составляет максимум 30 минут. Всего будут курсировать 25 единиц судов на воздушной подушке. Место отправления из Якутска – причал Намыв. До этого стоимость проезда из-за сложной обстановки на реке возросла до 5000 рублей. Пункт пропуска Благовещенск является одним из пунктов пропуска в Дальневосточном федеральном округе, в котором ежегодно в оба направления пересекает границу большое количество граждан России и КНР. В текущем году пунктом пропуска активно пользуются жители других регионов России. С учетом особенностей речного сообщения, пассажирские перевозки в период межсезонья будут производиться судами на воздушной подушке. При этом перевозчик имеет ограниченные возможности – 18 и 16 посадочных мест за один рейс. Жители села Сюльдюкар Мирнинского района жалуются на бездорожье. По словам сюльдюкарцев, единственная автомобильная дорога эксплуатируется недропользователями, в результате чего автозимник «Светлый Сюльдюкар» находится в плачевном состоянии. На встрече с населением представители компании недропользователей заверяли, что для перевозки спецтехники будут использоваться исключительно тралы. Однако по факту спецтехника, в том числе гусеничная, передвигается по автозимнику без перевозки. Напомним, что вопрос строительства круглогодичной дороги до села Сюльдюкар поднимается уже не первый год. Дорога Светлый-Сюльдюкар в настоящее время она используется как сезонный автозимник. То есть она действует у нас в период с ноября по апрель. Поскольку у нас еще на этом маршруте нет мостовых переходов, в этом году администрацией принято решение о выделении финансирования на актуализацию проектов на мостовые переходы. Там у нас 2 водные преграды, это речка Сюльдюкарка и ручей Кугуйдах. Поэтому в этом году мы начинаем проектировать, будем проводить инженерные изыскания
И уже по итогам, когда получим готовый проект, уже будем рассматривать вопросы финансирования. Со стороны недропользователей тоже есть понимание, то есть мы к ним тоже обратились, и они нам обещают помогать в этом направлении инертными материалами, отсыпкой, подготовкой. В рамках реализации мастер-плана Якутска предусмотрено не только обновление автобусов, но и изменение схем движения. С 20 ноября в столице республики 10 автобусных маршрутов будут ездить по новым схемам. Даяна Федорова продолжит. Настало время новой эпохи городского транспорта. По плану в 2027 году появятся транспортные хабы и билеты с пересадкой. Ну а пока в свои права вступает первый этап реформы, где пассажиры и перевозчики столкнутся с масштабными изменениями. С 20 ноября 4 и 14 сойдут с проспекта Ленина в центральной части. 35, 7 и 12 будут закольцованы, что позволит удобнее использовать их для пересадок. 2 будет ездить с конечной остановки «Птицефабрика» по Сергеляхскому шоссе с заездом на Халтурина. 5 станет проезжать по проспекту Михаила Николаева. Ну а 6 будет курсировать с конечки 3 Сосны по Вилюйскому тракту. Далее по обычному маршруту. 16 будет ездить по улицам Воинская и Сергеляхское шоссе до конечной колонии номер 1. Ну а 19 будет курсировать с медцентра с заездом на Пироговой и Кальвицу до паромной переправы. Конечно, нет. Никаких удобств. Пробки стоять. И люди тоже будут стоять в пробке вместе с нами. И все. Я с 93-го работаю на 4 до сих пор. Я ездил по этому маршруту. Ну, вы знаете, мы люди маленькие. Нам что сказали, то и делаем. Мы ничего не можем сделать другого. Каждый хочет работать. 25 и 15 сняли с маршрутов. Отчасти их заменит новый маршрут, номер 12. Планируется, что это позволит сократить время в пути и уменьшит количество пересадок. Думаю, это немного неудобно будет для людей. А то порой человек может не узнать, что схема автобуса поменялась. Как будто слишком долго будет сюда ездить. И удобно, и неудобно. Ну, часто меняют маршруты, вот они. Вот сейчас не знаю, как 18-й ходит или по автодорожке, или по Череншевке. Вот приехала сюда вот, на Прометей, чтобы уехать на 18-м на речевую школу. Пока не знаю. Пока вот появится, тогда и посмотрим. Так, уверен, что, наверное, будет лучше. Ага. Для некоторых будет неудобно, ну, скорее всего, даже большинству. Но я думаю, что это все равно пойдет на пользу, типа. Нормально. Я, в принципе, неприхотливый человек. Изменения схем движения сделаны для того, чтобы разгрузить центр и дать автобусную доступность окраинам, а также сбалансировать перегруженные и недогруженные автобусы. Теперь конкурсы на маршруты будут проводиться укрупненными лотами. В рамках новых контрактов по пассажирским перевозкам разделили маршруты по лотам, то есть по 3 маршрута в лот. Всего будет 5 лотов. В лоте будет рентабельный маршрут, типа маршрутов 20, 4, 35 и так далее. Да. Менее рентабельный маршрут, то есть более средний, с исполнением по пассажирским перевозкам на текущий момент около 80-90%. И будет нерентабельный маршрут также в лоте. То есть, да. Для упрощения понимания новой схемы предусмотрено внедрение современных технологий. В дальнейшем пассажиры смогут отслеживать местоположение автобусов в реальном времени через мобильное приложение. Ну а повышение цен на проезд в ближайшее время не ожидается. Даяна Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. С 1 ноября в России вступают в силу несколько новых знакомых. В частности, законов. В частности, теперь владельцы страниц в социальных сетях с аудиторией более 10 тысяч человек обязаны будут передавать данные о себе в Роскомнадзор. Без регистрации они не смогут размещать рекламу, их публикации станут недоступны. С ноября российские банки больше не смогут взимать комиссию за переводы в пользу государства, совершенные через систему быстрых платежей. С 5 ноября беременные женщины и единственные родители детей до 14 лет, которым назначено ограничение свободы, смогут его отсрочить. Стартовал первый республиканский слет для молодых педагогов специальных школ. В течение 2 дней участники будут обмениваться опытом в области обучения детей с различными нарушениями здоровья. Подробнее о программе слета расскажет Вероника Таюрская. В первый день участники работали вместе с Ассоциацией молодых педагогов Якутска.
также ознакомились с республиканской специальной коррекционной школой-интернатом. Провели проектную работу по командам. Мы назвали его «Слет», потому что мы хотели, чтобы он был такой более в расслабленном формате, чтобы мы в формате дискуссии, нетворкинга могли обсудить какие-то новые вызовы, которые предстоят нашим новым учителям, молодым учителям. И, конечно, мастер-классы от молодых педагогов, мастер-классы от... Также будет просто дискуссия, также будет работа, проектная работа молодых педагогов, то есть будет и команда образования, и, конечно же, в конце, наверное, будет у нас круглый стол. Слет проходит на базе республиканской специальной коррекционной школы-интерната. Ведь именно здесь с 2012 года действует собственное объединение молодых педагогов. Мы рассматриваем вообще нашу молодежь, наша политика такова, что это как бы действительно во многом развитие образования зависит от молодежи, тем более коррекционного. Сейчас коррекционное образование встречает очень много вызовов. И без молодежи, естественно, обновление содержания и формы методов невозможно практически. Объединение молодых, целеустремленных и активных учителей коррекционных школ для решения новых задач, а также поддержка и разработка новых программ. Главная цель слета. Ну а помощь в этом окажет Ассоциация молодых педагогов города Якутска. Мы, будем сотрудничать в будущем, естественно, да. Мы также готовы работать с ними как наставники. Мы будем помогать, получается, в работе Ассоциации молодых учителей коррекционных школ и надеемся на дальнейшее сотрудничество. В работе слета задействовано 47 педагогов из образовательных коррекционных учреждений города, республики, а также Уселданского района. Приняли участие в работе слета и региональное отделение Всероссийского движения первых. Сегодня региональное отделение мы представили, рассказали нашим молодым коллегам, педагогам о тех проектах, о тех мероприятиях, в которых они могут не просто самореализоваться, но и развиваться, тем самым подтягивая подрастающее поколение, чтобы они увидели возможность для самореализации и развития в самом движении первых. По итогам работы слета будет принята резолюция о создании Ассоциации молодых педагогов системы коррекционного образования. Организаторы отметили, что слет молодых педагогов будет традиционным. Вероника Таюрская, Георгий Григорьев, Якутск. В Москве состоялась церемония награждения лидеров юбилейного 10-го чемпионата «Обилимпикс». Чемпионаты проводятся в рамках федерального проекта, который обеспечивает кадрами приоритетные отрасли экономики. За 10 лет количество участников увеличилось до 25 тысяч. Всего в соревнованиях приняли участие более 120 тысяч человек. В текущем сезоне к соревнованиям присоединились 8 стран. Трудоустройство участников сегодня составляет 93%. Работодатели активно набирают людей с ограниченными возможностями на работу. В Якутии также намерены трудоустроить половину граждан с инвалидностью. Так, в республике началась реализация проекта «Работающая Якутия» по трудоустройству граждан с инвалидностью. В рамках проекта нацелены трудоустроить 8% якутян с ограниченными возможностями здоровья. Пути достижения этой цели обсудили в рамках заседания Совета по делам инвалидов при главе республики. Сегодня в Якутии работает всего 30% трудоспособных людей с ограниченными возможностями здоровья. По Якутии зафиксировано более 6 тысяч случаев ОРВИ, что ниже показателя предыдущей недели на 11,8%. Среди вирусов доминируют коронавирусы, вызывающие COVID-19. Продолжается иммунизация населения против гриппа. На конец 43-й недели привито 306 тысяч человек. Вакцинация – самый эффективный метод защиты от заражения и тяжелого течения гриппа, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Оптимальное время для прививок – период с сентября по ноябрь. 365 населенных пунктов Якутии обеспечили пунктами розничной торговли лекарствами в медицинских организациях для доступности лекарств в селах республики. В районных аптеках сегодня представлены лекарства первой необходимости. По заявкам жителей их ассортимент постепенно расширяется. С 2023 года по поручению главы республики Минздравом Якутии проведена большая работа по лицензированию подразделений центральных больниц. Таким образом, медицинские организации получили возможность продавать лекарства в населенных пунктах, где нет аптек.
Первокурсников, вступивших в область культуры и искусства, встретили мероприятием «Днем первокурсника». Традиционно приветствие студентов проводится Министерством культуры и духовного развития республики совместно с учреждениями культуры Якутска. Подробнее о прошедшем мероприятии нам расскажет Тимур Калмогоров. Со всех уголков республики в зал детской школы искусств прибыли студенты-первокурсники, которые решили связать свою жизнь с различными направлениями в области культуры и искусства. Каждый из них уже сформулировал для себя те задачи, чтобы достичь своей цели – стать успешным певцом, известным музыкантом, танцором в большом коллективе, композитором или дирижером целого оркестра. На самом деле моя профессия будущее планировалась именно продюсирование, композиторство. Но вокальное отделение, оно мне показалось самым оптимальным, именно потому что у меня есть больше перспектив в плане вокала, и я посчитала то, что он будет самым лучшим вариантом. Свое дальнейшее будущее я представляю именно в какой-то высшей сфере музыки. Я собираюсь поступать в консерваторию дальше, продолжать свою учебу, чтобы в дальнейшем у меня открывалось больше дверей, именно чтобы я могла осчастливить себя. У большинства из тех, кто сделал первый шаг в студенческую и культурную жизнь, еще в детстве проявлялись музыкальные таланты, которые со временем превращались в их стремления. Так как мой папа музыкант, в первом классе он мне подарил блокфлейту, и мы начали дома заниматься с ним. Я выступала в составе духового оркестра Высшей школы музыки. Также я являюсь артистом оркестра филармонии Якутии с этого года. И принимала участие в международном конкурсе духовых и ударных инструментов в городе Новосибирск в 2022 году. В этом году в учебные заведения культуры и искусств поступило порядка 300 человек. На мероприятии первокурсников встретились с поздравительными номерами старшие курсы колледжей, от танцевальных номеров до игр на музыкальных инструментах. Сейчас ребята могут получать образование, не выезжая за пределы республики. Ну, конечно, в начале 90-х годов Михаилом Ефимовичем была открыта Высшая школа музыки, которая имеет все 3 уровня: начальное звено, среднее, высшее образование. Ребята консерваторию могут завершить, закончить здесь. По традиции первокурсники приняли участие в создании картины «Автограф первокурсника», где их подписи – собственные мечты и чаяния. А основная тема произведения – якутское древо жизни – Ал-Лукмас. Хотелось бы отметить, что наша республика традиционно является республикой, где на одно место в среднем 6-7 человек на одно место. Это считается одним из лучших результатов в России. И даже хотелось бы отметить, что именно колледж культуры нашей республики, где на одно место 11 претендентов, так? Поэтому очень востребованные наши учебные заведения. С 1 января 2025 года в Якутии начнет работу федеральная программа «Земский работник культуры». Она откроет для молодых специалистов возможность приступить к работе после окончания обучения в тех районах, где необходимость в них больше всего. Тимур Калмогоров, Нюргун Старостин, Якутск. А алданские школьники погружаются в различные профессии и специальности. Так старшеклассники ходят на экскурсии на различные предприятия. Тему продолжат наши алданские коллеги. В Алданской центральной районной больнице восьмиклассники школы номер 2 оказались вовсе не в качестве пациентов. В больницу ребята прибыли на экскурсию. После посещения приемного покоя и службы лучевой диагностики гости отправились в отделение травматологии. Массу впечатлений подростки получили в операционной на базе хирургического отделения. Ежегодно здесь проводятся несколько сотен плановых и экстренных операций. Медработники рассказали школьникам о том, с чем сталкиваются ежедневно. Мы им пожелали, чтобы к этой профессии, если они выбрали медицинскую профессию, отнеслись ответственно, со всей
серьезностью и чтобы не было случайных людей в медицине. Погружение школьников в профессии проходит в рамках всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее». На днях ребята побывали в филиале Дальневосточной распределительной сетевой компании «Южно-Якутские электрические сети». Этот экран дает диспетчеру всю информацию об энергоснабжении Алданского и Нерюнгринского районов. Ситуацию, повлекшую отключение электроэнергии, специалист сразу заметит и передаст информацию в соответствующий отдел. Рассказали работу нашей диспетчерской службы, Центра управления сетями, ЮЭС, как что происходит. Видно, что у ребят какой-то интерес есть, к чему стремятся. Вопросы были интересные, задавали. В филиале компании школьники посетили линейно-аппаратный зал, узнали, как осуществляется связь, а также прикоснулись к сердцу службы. Так сотрудники называют серверную станцию. В этом помещении создаются и поддерживаются условия для функционирования всего оборудования. Учащиеся интересуются, много спрашивают, задают вопросы. Вот в таком плане готовятся к будущей жизни. То есть какую специальность получить. Знакомство школьников с энергетической отраслью было организовано Алданским политехникумом. В филиале ДРСК ЮАЭС школьники смогли пообщаться со специалистами и увидеть изнутри, как осуществляется рабочий процесс. На самом деле ребятам очень интересно. И даже вот девчонки у меня заинтересовались, и, может быть, кто-то из них даже выбрал свою будущую профессию. Поэтому я считаю, что это очень полезно, очень актуально. Экскурсии в больницу и в филиал ДРСК для учащихся второй школы стали не единственными. Ребята побывали в золотодобывающей компании. Чуть ранее для учеников городской гимназии и школы поселка Лебединого был организован выезд на муниципальное предприятие пассажирских перевозок. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Нерюнгри в честь Дня города проводит увлекательный квест, который позволит жителям и гостям города ближе познакомиться с историей и культурой города и района. Мероприятие организовано Нерюнгринским музеем. Подробности в сюжете далее. Традиционно ко Дню города Нерюнгринский музей истории освоения Южной Якутии готовит мероприятия для посетителей всех возрастов. В этом году для всех желающих подготовлена выставка «Нерюнгри. Чудо таежное», а также разработаны 3 вида квестов «Я знаю свой город». Перед сотрудниками Нерюнгринского музея всегда стоит очень много разных задач. Среди них популяризация музея, сделать активным посещение музея всеми возрастными категориями. В преддверии праздника Дня города мы всегда стараемся вводить новые формы работы с посетителями. В этом году мы придумали квесты для детей, музейные игровые квесты для 3 видов, да, с 1 по 4 классы, с 5 по 7 классы и для более старших школьников. Ребята с большим удовольствием выполняли задания в процессе, узнавая много интересного о родном городе и людях, внесших вклад в основание и развитие Нерюнгри. Мне нравится то, что это музей, тут все интересно так, вопросы тоже интересные, сложные, правда. Мне понравился квест, потому что я узнал очень много о городе, где интересные места, какие у нас есть достопримечательности. Сегодня я пошла в музей с классом, мне тут очень понравилось, потому что тут есть очень много всяких разных вещей, атмосфера, разные животные. Я узнала то, что раньше я путала, как называется река Чульманка или Чульман. Сейчас я знаю Чульман. Понравилось, конечно. То, что насчет самого яркого момента, это второе там, где надо было перемещать листочки к памятникам. Квест позволил участникам не только узнать больше о Нерюнгри, но и весело провести время в компании друзей. Организаторы уверены, что подобные мероприятия станут традицией и будут способствовать популяризации истории и культуры Южной Якутии. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Сегодня в Якутске открылась выставка заслуженного художника России, заслуженного деятеля искусств Республики Саха-Якутия Михаила Старостина.
На протяжении нескольких десятилетий пристальный и напряженный интерес вызывает искусство якутского художника. В графических живописных композициях автор воплотил новое, возвышенное понимание внутренней силы северного человека. Михаил Старостин видит в обыденных сюжетах темы, приобретающие философское звучание. Выставка пройдет с 1 ноября по 6 декабря в выставочном зале Национального художественного музея. Здесь есть инсталляции, есть известные произведения, связанные с парадигмой северных народов кочевых. Это излюбленный герой, северный человек, который как бы из одной композиции переходит в другую композицию и раскрывает вот эту силу воли, да, северного человека, его вечную тягу к движению. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.